Запуск трансляции Л. Ассаламу алейкум, армия Мохвай, дорогие друзья, подписчики, зрители канала. Очень много поступает комментариев, запросов, чтобы снова сняли видео вот в горах у нас, где ищут Ноев ковчег, где идут раскопки. Вот мы с моим другом и коллегой Хасу Саидовым, автором канала Хасу Люрис про форелевую рыбалку, едем туда, в Хиндой, для того, чтобы сделать там получше видео в качестве. Хасу взял с собой этот свой неопознанный летающий объект, с которого мы снимали раньше. Так что, а почему без меня? Ой, не знаю. Ты не говорил, что ты хочешь поехать. Если что, давай мы тебя подождем, можно подождать, Азап. Уходи и приедем. В общем, такие вот дела. Сегодня, я надеюсь, снимем. Туда как раз позавчера, по-моему, пригласили специалиста, он приехал из Казани, насколько я знаю. Асаб, мы стоим, сейчас остановились, пока есть связь в шалях остановились. Если серьезно хочешь поехать, давай, пожалуйста. Подождем? Конечно. Подождем. Я в отпуске. Хасу работает. Я постоянно в отпуске. Хасу постоянно в отпуске. Так что давай мы тебя подождем. Буду, Керла, регион 95. Умада, Садох, что дал мула. Так. Асаб, нет, это что? Это ответ на какой вопрос? На работе. Тогда извиняй, тогда мы поехали. Так, дал это больше всей душой с вами, хотя меня сейчас нету дома. Анзор Исмаилов. Дикну дал это был. Давайте так, мы поехали. За рулем мне говорить. Подержи, расскажи что-нибудь. Зачем мне? Пусть Хасу вам про рыбалку расскажет. Про рыбалку много чего можем рассказать, но сегодня день будет про ковчег информация. Сделаем новые облеты квадрокоптером, сделаем такие зеленые кадры с летнего предполагаемого Ноевого ковчега. Попробуем уточнить информацию у ученого, который приехал к нам в гости. Возьмем интервью у Марата, у Али Басханова, да, у тех, которые непосредственно. Сегодня день больших съемок, так назовем его, поскольку мы хотим побольше информации сделать, собрать. Что еще? Ну и выложить в YouTube, чтобы вы могли посмотреть. Вот так вот. Так что информация будет как на канале Даймох онлайн, так и на канале Хасу Лурис. Я правильно говорю, товарищ? Да, все правильно. Я в смысле, по-английски я правильно произношу? Да, все правильно. Вот и что тут. Почитай комментарии. Наконец-то прямой эфир. Так. Что еще? Так. Я не вижу тут ничего. Вот же, нажимаешь? Вот что. Нет, не работе. Так, пока что показывает 36 градусов. Я думаю, что будет гораздо жарче. Да, Ворзико, мы не знаем, что он сказал, но мы сегодня уточним. Так, добрый день всем. Залихан Шуркаева. Добрый день и вам. Мüştü Алхштушу, регион 95. То Хиндуайды Алхштух. Так, Ворзико, что сказал этот ученый? Ответили. Наконец-то прямой эфир, и про Ноев ковчег пишет Руслан Астана. Пожалуйста, на русском пишет. Ну, мы стараемся. Сразу вот одну вещь скажу. Меня почти каждый встречный спрашивает, ну что, Ноев ковчег, правда это или неправда? Я не знаю. Ты знаешь? Нет. Тоже не знаю. Мы можем только предположить. Да, мы можем только предполагать, но мы не знаем. Лично я не обладаю ни каким-либо образованием, ни знаниями, ни опытом, да, ни в сфере археологии, ни в сфере геологии, там, ни в религии, ни в каких-либо
просят как бы снять, мы едем, снимаем. Там люди, которые непосредственно этим занимаются, они... Здесь очень много оскорблений бывает, там такие-сякие. Очень легко оскорблять человека, лежа на диване. Не нужно оскорбление, потому что люди ищут. Конечно. Они никому не пытаются принести вред, они никому не пытаются что-то сделать, они никого не хают, никого не обсуждают. Они занимаются поисками. Там действительно очень интересные нюансы вокруг этого места. Что это, я не знаю, но мне тоже кажется, что там что-то да может быть. Я не говорю именно о Ноевом ковчеге, я говорю, что что-то может быть интересное. Про сам объект. Да, про сам объект. Несомненно, объект интересный, да, есть там следы каких-то рукотворных работ, но это все может, это требует доказательства. Это может быть действительно то, что предполагают наши друзья. Это может быть просто природный объект, вполне. Это может быть природный объект, который как-то использовался каким-то образом. Это может быть рукотворное, ну, все что угодно может быть. Потому что теоретически возможно, что это что-то старинное. На этой планете мы знаем историю, которую нам преподносят, которая есть в учебниках, которая есть в книгах. Взять, допустим, как бывает, проходят какие-то времена, где-то какая-то формация меняется, приходят какие-то новые историки, новые люди, новые какие-то там большие начальники, и они переписывают историю. Так очень часто бывает. Бывает так, что у ученых бывают задания, команды, чтобы историю переписать. И так бывает. Мы по большому счету